Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан присоединится к глобальному метановому обязательству. Опубликованы поправки в закон об охране объектов культурного наследия в Туркменистане. В вузах Румынии учатся более 300 туркменских студентов и другие новости. Продолжается рабочий визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках поездки глава государства провел ряд встреч на полях конференции КОП-28 и выступил на глобальном климатическом саммите. Сегодня с этой высокой трибуны Туркменистан официально заявляет о своем присоединении к глобальному метановому обязательству, сказал президент Сердар Бердымухамедов. В Туркменистане внесли изменения и дополнения в закон об охране объектов национального историко-культурного наследия. Теперь уполномоченный государственный орган по охране, изучению и реставрации объектов национального историко-культурного наследия самостоятельно будет принимать решения на основании экспертных заключений и оценивать наличие ценных объектов на конкретных земельных участках. Обучение более 300 граждан Туркменистана в вузах Румынии является ярким примером тесного сотрудничества двух стран. Традиционно туркменские студенты чаще выбирают обучение по специальностям, связанным с нефтегазовой сферой, однако также увеличивается спрос на такие области, как медицина, биология и информатика. Генеральное консульство Туркменистана в Мешхеде представило стенд страны на выставке Star Expo 2023, посвященной туризму и продуктам питания. Мероприятие прошло в иранском городе Мешхед в здании торгового центра «Йылдыз». Китайские ученые прогнозируют, что средняя температура на Земле во время зимы будет на 1 градус Цельсия выше средних значений предыдущих лет. По словам ученых, высокие температуры будут установлены во многих регионах в средних широтах Евразии. Ученые предположили, что данные рекордные показатели могут быть связаны не только с ускоряющимся антропогенным глобальным потеплением, но еще и с активизацией климатического феномена Эль-Ниньо. 1 декабря Яндекс.Музыка обновила дизайн и запустила новую функцию «Моя волна». В обновленном дизайне сервиса акцент сделан на музыке и эмоциях, которые она вызывает. Главная страница стала более простой и понятной, а основные шрифты и цвета создают более комфортную атмосферу для прослушивания музыки. Футболисты команды «Аркадак» близки к тому, чтобы досрочно оформить первое в своей истории чемпионство в высшей лиге Туркменистана. Для победы в турнире остается всего один шаг. В следующем туре 3 декабря нужно обыграть Алтынасыр. Сейчас в активе команды «Аркадак» 57 очков после 19 матчей, а у идущего вторым Алтынасыра 44 балла и матч в запасе. В случае победы «Аркадак» станет недосягаем для преследователей и досрочно завоюет чемпионский титул за 4 тура до финиша турнира. Азиатская конфедерация футбола подтвердила, что Саудовская Аравия станет страной-организатором финальной стадии элитной лиги чемпионов. Напомним, со следующего сезона 24 лучших клуба азиатского континента будут разделены на 2 группы по 12 команд в западном и восточном регионах. Они проведут домашние и гостевые матчи в лиге за право выйти в 1/8 финала, где 8 победителей пробьются в финальную стадию. В рамках самых масштабных реформ в истории азиатского клубного футбола четвертьфиналы, полуфинал и финал пройдут в Саудовской Аравии в формате одного матча. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com, а также на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.